Меня снимаю. Ты уже снимаешь? Знаешь, мы можем кинуть булку разогреваться. Так? Добрый день. Это ресторан Южаня, единственное, или не единственное же. Добрый день. Это ресторан Южаня, одно из двух мест в Москве, где жарят бургеры из нутрии. Вот она. А это Тахир Халикбердиев, совладелец Южан, который сейчас нам покажет, как все это делается. И расскажет, что это вообще за мясо такое. Зачем у нее лапка? Некая традиция, чтобы покупатель, либо повар видел, что все-таки это не крольчатина, вдруг кто-то перепутает, хотя по структуре, по мясу видно, что это совсем не кролик. Смотри, какой хвост. Это обрубок хвоста. Ну, это кто-то неправильно. Неправильно? Кто-то забрал себе. А если у кролика оставляют лапку, чтобы покупатели не подумали, что это кошка, то внутри делают, чтобы не подумали, что это кролик. Как это вообще можно есть? Это можно есть по-всякому, по-разному и сколько угодно. Уже давно доказано, что мясо внутри очень полезно для организма. И даже советские диетологи и ученые включили ее в больничный рацион некоторых отделений советских больниц. В частности, нутрию рекомендуют есть больным, у которых есть панкреатит и проблемы с пищеварительной системой. Это млекопитающее, но с жирами омега-3. Клеветники России из газеты «Гардиан» утверждают, что в Москве делают бургеры из крысы. Вот. Это не крыса, это бобер. Хотя нутрия единственная в своем роде, то есть единственный подвид. Покажи ее. Эффектная, достаточно большая тушка. Да? Да. Кстати, очень важно, на Кубани, чуть подрежем, на Кубани оставляют различные всякие вкусные деликатесы внутри. Все. Ты просто не вынимаешь, что ли? Не вынимают. Класс. Вынимают, и когда у нас достаточно много собирается печени, мы делаем из нее помрачительный паштет. Вот, собственно, вам не отдадим. Это самое вкусное себе. А в Краснодаре прямо на рынке продается, что ли? Или где? В магазинах? В любой станице. В любой станице есть внутри? Конечно. Кубанская национальная еда. Вы когда все удивляетесь этому, для нас, естественно, никакого удивления это не вызывает. То есть уже и сало забросили есть? Все перешли. Сало едят, особенно старое, используют для борща. Ну что, покажем, как делается бургер? Да, соответственно, когда данную тушку можно разделать очень достаточно хаотично. Как вы видите, покров достаточно обильный жира. Несмотря на то, что мясо достаточно жирное, оно очень легко воспринимается. Почему мы делаем бургер? Пытался сегодня вспомнить, как это получилось. В какой-то один из воскресных бранчей в Краснодаре, в одном из своих мест, постоянно приходили дети, и дети требовали что-то, что они любят. Они требовали либо пасту, либо пиццу, либо еще что-то. Либо котлеты. И пришла идея сделать бургер именно изнутри. Абсолютно все уйдет. Здесь где-то, я думаю, где-то килограмма 4 тушка. Где-то здесь получится мясо в районе около 3 килограмм. 2,8-3 килограмма. А кости куда? Из костей можно варить отличные бульоны, соусы. Борщ изнутри. Борщ изнутри, кстати, достаточно популярная вещь в станице. Класс. И так далее. Просто снимаем мясо, делаем замечательный. И там только нутрия? Здесь только нутрия. И мало того, что здесь ничего нет, кроме нутрии. Нет, обманываю, есть соль. Соль. А перец? Нет. Как видите, котлета с достаточно обильным содержанием жира. И я ее называю рай для любого повара, потому что ее практически невозможно испортить. Котлета? Котлета. Даже если ты отвернулся, отвлекся, куда-то отошел, чем-то занялся, котлету очень тяжело пересушить. Она не сгораемая, что ли? Она не сушится, так как говядина, свинина, либо другое мясо. Когда сделали форму, очень хорошо ее охватили, даже немного, может быть, подморозили. После того, как она отошла, ее можно пожарить, достаточно кинуть на гриль. Так как мясо очень легкое для восприятия нашего организма, идеально все подходит паровая булка. Естественно, как только мы ее сделали, мы ее поставим сейчас разогреться. Борщ, бургер, что еще делает изнутри?
Внутри очень можно вялить. И, как мне кажется, идеально подходит для нутри это копчение. Различные виды рагу, различные виды запекания. И, наверное, самый популярный вид приготовления нутри на майские праздники – это шашлык из нутри. Небольшими кусками на небольшой шампур. Маринада никакого не надо. Достаточно быстро жарится. Нутри вообще завезли в Советский Союз в 30-х годах. В 30-х годах из Южной Америки. Выпустили ее в свободное, как говорится, плавание на Кавказе. Нутри очень неплохо прижилась. И, как мне кажется, охотники нет-нет и подстреливали нутрию. И использовали в основном для производства меховых изделий. Ну, видимо, в какой-то момент кто-то решил ее попробовать. Сначала это было больше как, наверное, дичь, какая-то добыча после охоты. Я думаю, что в 50-е годы, то есть нутрию стали изучать и рассматривать именно, можно ли использовать для питания советских граждан. Казалось, что можно. Нутрия, кстати, очень чистоплотное животное. Она вегетарианка. Прежде чем что-то съесть, она моет, берет в лапки, там, не знаю, моет в воде, а потом только ест. Котлета. Будем думать, что готово. Мы используем достаточно простой соус. Я не очень люблю в бургерах сыр и различные его проявления. Мне кажется, идеальное сочетание – это домашний майонез с добавлением чеснока. Я за тот бургер, чтобы все-таки чувствовался вкус мяса. Лист айсберг, малосольные огурцы. Нужно их не жалеть. Кладем котлету. Можно также чуть-чуть еще добавить соуса. Вуаля. Бургер можно есть. Традиционная кубанская забава. Да, я не первый раз ем бургер изнутри, именно поэтому я сюда и пришел. Ну вот да, чувствуется, что это что-то такое необычное. Ну, в смысле, не свинина, не телятина, не говядина. Абсолютно другой вкус. Не курица, конечно же, а такой, немножко такой дикий, что ли, вкус. Дикий вкус. Бургер изнутри, из болотного бобра. Добро пожаловать в Краснодар. В Москве. Пока.